города, когда он только-только зарождался. Справа были одиночные усадьбы, они доходили квартиры, дворы относительно просторные. На месте колонн ионического ордена раньше пролегал канал, по которому гости из Фонтанки могли попадать прямо к парадному входу во дворец. Сейчас это дворец творчества юных, ранее известный как Дворец пионеров в Ленинграде. Мы же покидаем парадный Петербург и переходим в Петербург, так называемый доходный домов. В начале XIX века в связи с развитием капитализма приток населения в город увеличился, и стало очень выгодно построить доходные дома, квартиры в которых сдавали в наем. Такие дома называли спекулятивными и даже шутили, якобы в линии большой перспективной дороги, так раньше назывался Невский проспект нами, и проходила граница города. Здесь была застава, здесь полковник Аничков с солдатами начинали строить восток Петербурга. Так это место и называлось Аничковская слобода. Сейчас в домике Петра музей. Направо убегают Лебяжного, в отличие, скажем, от моста Дворцового, где разводятся два крыла в центральной части Дворцового моста. Но у Троицкого есть еще и брат-близнец. Это мост Александра III в Париже. У моста небольшая часовня Святой Троицы, сооруженная в память к сохранившемуся Троицкому собору, в котором Петр I и принял титул императора. В глубине площади голубые купола соборной мечети, построенной в бывшей татарской слободе, и парусник у Петровской набережной, который символизирует первый торговый порт Петербурга. И не случайно, что все обозначенное располагается именно здесь, так как параллельно со строительством Петропавловской крепости город создавался на острове, который назывался сначала Березовым, затем Городским, Петербургским и, наконец, Петроградским. Именно здесь сохраняется и первая жилая постройка, которая была построена еще во времена Петра I в 1714 году, и сам Петр I принимал участие в создании той первой Полтавы, даже небольшую зарплату за свою работу получил. Но копию Полтавы построили 3 года назад, и вот уже 3-й раз она принимала